Второй региональный этап Всероссийской олимпиады по экологии собрал в одном зале 70 участников со всех школ республики. За отведенные 7 минут для выступления они должны рассказать о своем проекте, показать опыт и презентацию, словом, убедить жюри, что именно их работа поможет защитить окружающую среду. Они готовились, проводили исследования и создавали научные работы. Сегодня, пожалуй, самая ответственная миссия для участников олимпиады. Проекты на самые разные темы: коронавирус, использование вторичных отходов, выбросы нефтяных продуктов и переработка мусора. Тема моей научно-исследовательской работы – это сложные эфиры и эфирные масла. Сложные эфиры и тема выбранной работы тоже достаточно сложная. Михаил Евлоев изучает экологию давно. В 2020 году занял первое место в Республиканской олимпиаде. Но из-за пандемии отложили итоговый всероссийский этап. В этом году он подготовил новый проект, который очень важен для защиты окружающей среды. Тема не особо связана с экологией, а больше связана с химией. Но при этом при подготовлении данного проекта меня заинтересовала информация о том, что многие ароматические компании, которые занимаются всем, что связано с запахами, скажем так, они используют синтетические вещества в своих, скажем так, в том, что они делают. И в итоге это приводит к загрязнениям окружающей среды, а также к некоторым болезням у животных и людей. Устная защита проекта оценивается по основным критериям: лаконичность и четкость речи, использование дополнительной литературы, владение выбранной темой и не только. Жюри имеет право отклонить проекты, содержание которых не соответствует экологической проблематике. Сегодня на этом туре для меня важно, чтобы рукопись проекта была правильно оформлена. Мы оцениваем рукопись проекта, максимальное количество баллов 18. Далее у нас идет подбор темой. Соответствует ли тема нашей проблематике? Дальше у нас актуальность проблемы оценивается. Дальше мы оцениваем, как ученик может подавать свою тему. Участники использовали все свои возможности, чтобы их работы оценили на отлично. По необходимости занимались в химико-биологических лабораториях и больницах. Айна Куркиева рассказывает о радиации и экологии человека. В больнице она провела опыт с репчатым луком. Я поставила этот лук репчатый в 3 чашках. Одну чашку я поставила в другом кабинете, а вторую чашку рядом с окном, чтобы не было прямого облучения, а 3-ю чашку уже прямо рядом с рентген-аппаратом. И я хотела показать, как эти корни будут расти в этих чашках. И в эти чашки я налила воды. И в течение 3 дней рост 2-я и 3-я чашка, эти корни прекратили свой рост. О чем ты говоришь? О том, что как влияет рентгеновские лучи на наш организм, и то, что они разрушают ткани и органы, приводит к повреждениям живых клеток. Впереди еще выступления остальных участников. Жюри предстоит выбрать победителя. Максимальное количество баллов за выступление 18. Итоги олимпиады подведут в конце месяца. Рина Цичуева, Адам Далаков. Новости 24.